Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваць сёння будзем падзеі ў Беларусі і мой суразмоўца, кіраўнік партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук. Добрый дзень, спадар Дмітрый. Прывітанне. Нагодай для нашай сустрэчы сёння стаў чарнобыльскі шлях, дакладней адказ на заяўку аб правядзенні чарговага чарнобыльскага шляху, жалобнай акцыі. Дмітрый, калі вы толькі падалі заяўку, я вас запрашаў на размову, вы сказалі, вось атрымаем адказ, тады і сустрэнемся, і вось адказ ёсць. Які? Но Мингорсполком нам ответил о том, что в этом году чернобыльский шлях нет возможности провести. Фактически он заборонил нам проведение этого чернобыльского шляха, мотивируя этим то, что мы не заключили договора там, с Минск-Зеленстроем на уборку помещений, со скорой помощью и с милицией. На самом деле, следуя законодательству, мы предварительно направили заявку в эти органы, в Зеленстрой, и значит, в скорую, и в милицию, и получили ответы от всех этих организаций. Значит, если Зеленстрой сказал, что он готов с нами заключить договор после, значит, после того, как будет согласована акция с Мингорсполкомом, скорая тоже не возражала, то милиция повела себя достаточно интересно. Она написала, что мы должны были приложить копию договора, который должны были заключить. Хотя мы подавали как физические лица, почему мы должны были готовить этот проект-договор. Ну и ситуация с ковидом, которая тоже якобы аргумент того, что в этом году, значит, невозможно организовать проведение этого мероприятия. Я хочу сказать, что, наверное, за всю историю чернобыльского шляха не так-то много было отказов. Но в этом году это, наверное, войдет в историю, как там несколько раз отказали нам в проведении этого мероприятия. Перш чым мы далей пачнем абмяркоўваць гэтую сітуацыю больш падрабязна, вот Дмітрый прапанаваў такую зрабіць апытанку сярод нашых гледачоў, слухачоў, і хто адкажа правільна на даволі нескладанае пытанне, той атрымае такі вось кубачак ад партыі «Зялёныя», прыгожы, з жабкай, ну, які павінна быць у зялёных. Пытанне вельмі простае, хаця яно складаецца з двух частак, але проста адно дапаўняе іншае. Пытанне такое: у якім годзе прайшоў першы чарнобыльскі шлях і хто ўвогуле прыдумаў гэтую назву «Чарнобыльскі шлях»? Хто першы адкажа правільна на гэтае здвоенае пытанне, два в адным, той атрымае вось гэты кубачак ад партыі «Зялёныя». Такім чынам, мы паўторым пытанне для тых, хто не пачуў яго. У якім годзе прайшоў першы чарнобыльскі шлях і хто прыдумаў гэтую назву «Чарнобыльскі шлях», а хто адкажа, той атрымае кубак партыі «Зялёных». Дмітрый, але ўсё ж такі, наколькі, давайте яшчэ раз, па заканадаўстве, у паведнасці з заканадаўствам, перш чым падаваць заяўку ў Менгарвыканкам, вы павінны заключыць гэтыя дамовы з трыма арганізацыямі: міліцыя, медыкі і коммунальная служба, так? Да, но самое интересное, что в этом законодательстве прописано так, что эти, значит, организации не имеют права нам отказать. То есть, значит, ни милиция, ни скорая, ни Зеленстрой не имеет права не заключить с нами договора. Почему они почему они отвечают, что там не готовы заключать, там или еще есть какие-то эти самые, у них сложности с заключением этого договора, ведь это не является таким обязательством, там, что несет какую-то ответственность, и, значит, вот. А если горосполком согласует, раньше было как, если горосполком согласовал, то горосполком обязывал эти организации заключить с нами договора. И тогда эта процедура была достаточно попроще, и всегда можно было
как-то более оперативно решить этот вопрос. И нужно сказать, что все эти организации входят в структуру Мингрусполкома, то есть милиция это подчиняется горисполкому, скорая тоже, Зенистрой тоже это организация горисполкомовская, поэтому какой-то вот такая сумятица вообще, скажем, в трактовке законодательства, связанное с массовыми мероприятиями, это те новые изменения, которые были введены буквально там пару лет назад. Нас вот тут спрабуе троліць Влад 816, які піша: зараз ізноўку будуць казаць пра законы, хлопцы, вы жывёце ў лепшым выпадку ў Мазамбікі, якія законы. Можа быць, нехта і згодны дзейнічаць і жыць паводле прынцыпа «інагда не да законаў». Але мы павінны ўсё ж такі абапірацца на законы. І калі нам выстаўляюць нейкія прэтэнзіі, то нам выстаўляюць іх у адпаведнасці пэўнымі заканадаўчымі актамі. Таму як інакш дзейнічаць? Ўсё ж такі, наколькі атрымліваецца законна, скажем, тая ж самая милиция не захотела заключать с вами домову? Абсолютно незаконно. И странно то, что еще нам, допустим, не разрешает проводить традиционные акции. И в то же время, когда там люди выходят с какими-то там пикетами, либо в каких-то там кроссовках красно-белых там, или еще что-то, их инкриминируют как массовое мероприятие там несогласованное, да, то есть наказывают там штрафами, сутками вот этих активистов. И в то же время власти не дают возможности проводить мероприятия в легальном формате. И я хочу сказать, что ведь Чернобыльский шлях, такая акция, она больше направлена на, скажем, почтить память там ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, то есть, значит, высказать, может быть, свою позицию против белорусской атомной станции. Она имеет вот этот смысл, вот эти основные посылы, и да, она имела как и политический контент, но это не говорит о том, что, значит, возможно, там люди будут выходить там массово, да, то есть там такое количество, которое выходило этой осенью, то есть, может быть, люди еще, не совсем на разных позициях стоят там против атома, там за атом, да, мирный, и поэтому я не говорю, что, значит, что это такое, возможно, было такое, знаете, такое протест, который мобилизовал бы или поднял новую там протестную весну в Беларуси. Может быть, это была совершенно такая безобидная акция, и почему власти на это не идут, и мне трудно сказать. Ну, як не дзіўна, ужо ёсць правільныя адказы на зададзенае пытанне. Фактычна адначасова на Ютубе Інна Лапіцкая адказала. У 1989 годзе прайшоў першы чарнобыльскі шлях, назву прыдумаў Зянон Пазняк. І вось, я кажу, што фактычна адначасова з'явіўся каментар ад Людмілы Волкавай у Фейсбуку. Вось мне падказвае наш гукарэжысёр, які сочыць за таймингом з'яўлення каментароў, што першая ўсё ж таки адказала Людмила Волкова. Это та, которая, может быть, социал-демократической организации, социал-демократической партии, которая тоже подавала заявку? Я вот не ведаю. Людмила Волкова, калі вы сябра сацыял-дэмакратычнай партыі і таксама падавалі заявку, то Кучук адмаўляецца прысуджаць вам перамогу, паколькі вы чалавек у тэме. Калі гэта сапраўды так, то прабачце, спадарыня Людмила, я думаю, што па партыйнай лініі вы наконт кубка з Кучуком дамовіцеся самі, таму Інне Лапіцкай адыходзіць вось гэты выдатны кубачак з зялёнай жабкай за веданне гісторыі Беларусі, гісторыі чарнобыльскага шляху. Інна, калі ласка, мы тут вырашым ці... Я думаю, в Еврорадио, либо у нас на офисе. Да, альбо кубак застанецца у нас, і вы атрымаеце яго, можете падысці ў любы зручны для вас час Карла Маркса 15, альбо на офісе партыі зялёных. Так что, калі ласка, за вами кубак. Так, дакладней, кубак за нами, за вами яго атрыманне.
ёсць яшчэ такое пытанне. Практыку прымусу да заключэння прамежкавых дамоваў праз суд не спрабавалі выкарыстаць? Но пока еще нет, но я думаю, что по итогам Дня воли, насколько я знаю, такие будут, значит, ну, во-первых, будет там решаться судом, то есть будет опротестовываться решение, опять же, той же милиции, той же решение горисполкома, вот, и, возможно, мы тоже как бы поступим точно так же по итогам Чернобыльского шляха для того, чтобы, в принципе, еще раз понять трактовки и логику, значит, там суда, там, значит, логику там Мингорисполкома, там той же милиции, да, то есть чтобы впоследствии были какие-то серьезные там разъяснения, хотя тут все очевидно. Вот для этого, в принципе, мы, конечно, будем подавать и опротестовывать вот эти решения со стороны, значит, вот этих органов, которые не заключают договора и которые выносят решения, значит, мотивируя это каким-то там своими соображениями, значит, вот, отказывая нам в проведении уличных акций. Дмітрий, калі вот вы толькі падавалі гэтую паперу ў Мінгарвыканкам, я у вас пытаўся тады, ці заключылі вы ўжо дамовы, таму што вот нездарма я на пачатку размовы казаў, што перш чым падаецца заяўка, павінны быць заключаныя дамовы. Вы тады сказалі, што мы там прапісалі просьбу там к Мінгарвыканкаму, каб яны, ну, не знаю, прымусілі вот этой арганізацыі заключыць з намі дамовы. Гэта вот практыка такая, яна ўвогуле існуе, што вот нейкая арганізацыя, ну, умоўна, там, камунальнікі не хочуць заключаць дамовы, вы кажаце чыноўнікам там: Іван Петрович, ты ж начальнік там Мінгарвыканкаме сядзіш, загадай сваім вось падначаленым, каб яны заключылі з намі дамову. Такое ўвогуле магчыма? Во-первых, да, вполне возможно по одной простой причине, потому что, если вы знаете, там, милиция – это ГУВД Мингорисполкома. Соответственно, вышестоящей организацией является структура Мингорисполкома. Зеленстрой Минска – это тоже учредители, является Мингорисполком. Ну и скорая помощь, которая работает в Минске, это фактически тоже подразделение медицинское, которое тоже подчиняется Мингорисполкому. Соответственно, я так понимаю, что тот же председатель Мингорисполкома может надавить, либо там сказать, если есть такая политическая воля, заключайте договор. Вот, поэтому я не вижу здесь, скажем, здесь больше нарушение законодательства со стороны вот этих вот организаций, которые, может быть, не совсем четко читают этот закон, где сказано о том, что действительно такие договора должны заключаться в обязательном порядке. То есть вне зависимости, разрешена акция, либо не разрешена. Давайте заключим договор. Акция не состоялась, договор аннулируется, то есть никаких проблем нету. Вот. Но, к сожалению, вот, отвечают по-разному и не совсем понимают, как это работает. Раньше такого не было. То есть раньше по законодательству сначала решение горисполкома, а потом уже заключение договора. В принципе, такая процедура была достаточно, ну, удобной для всех. Ну, безумоўна, такая асноўная, ну, нібыта так прычына, ну, такая афіцыйная, гэта тое, што у вас няма гэтых дамоваў, таму вот і не далі дазволу. Але вам не падаецца крыху смешнай у самым канцы такая ўзгадка: ну вот вы не зрабілі гэта, вы не зрабілі гэта, вы там будете перашкаджаць пешеходам. У нас же ж ковид яшчэ, во, точно. Ну да, и самое интересное, что эти ответы пишутся по шаблонам. Точно фактически такой же ответ там абзацами был и после Дня воли направлен тоже, значит, заявителям. Я знаю, что многие еще и физические лица подают на разного рода пикеты, другие какие-то массовые мероприятия, активисты, им тоже как раз-таки отказывают и пишут фактически те же шаблоны. Что касается ковида, ну, тут можно обеспечить действительно, значит, безопасность людей, то есть можно, в принципе, раздать маски. Я думаю, в городе люди ходят с масками, и люди бы, когда выходили, наверное, соблюдали бы социальную безопасность. Тут нет никаких проблем, тем более власти сами проводят вон там всякие собрания в помещениях без масок, там у нас проходят футбольные чемпионаты, скажем, где люди тоже собираются массово, и власти, то есть, трактуют, значит, ковид двояко. То есть у нас, ну, вообще говорят, что его нету, на самом деле
проблемы с этим достаточно серьезные. Ну да, але это ніякім чынам не перашкаджае праводзіць суботнікі, праводзіць нейкія там пікеты каля амбасадаў замежных краінаў невядомым людзям, і что-то там не назіраецца, каб дзежурылі ні хуткія дапамогі, ні камунальнікі з мётламі і вёдрамі, і не міліцыя. Ну да. Але такая сітуацыя. Вот вы сапраўды думаеце, вы ж дасведчаны палітык, вы сапраўды думаеце, што тут сапраўдная прычына у нейкім ковідзе, у тым, што дамовы не падпісалі, а можа і дамовы не падпісалі, таму што вы там будете там пешаходам перашкаджаць. Вот колькі гадоў праходзіла і там не перашкаджалі асабліва, ці рабілі умовы, стваралі такія, каб не перашкаджаць адзін аднаму. А сёлета раптам хоп, и вот все як вот склалось так. Ну, безусловно, власти боятся той политической ситуации, которая в стране. И я думаю, что выхода массово людей, которые наверное, возможно, при разрешенной такой акции вышли бы, может быть, вышло бы там и 500 000, да, то есть Беларусь, как это выходило осенью. Возможно, такая ситуация, возможно, другая. Но, значит, в принципе, конечно, здесь политическая подоплека. Но это говорит о том, что власть достаточно слаба. А вот сильная власть, ну, не боится массовых мероприятий, не боится, значит, выхода людей, и люди выходят в той же Европе на мирные акции, там, за борьбу за климат, за другие, как-то никаких проблем здесь нету. Вот, и поэтому, когда власть слаба, тогда она вот как раз-таки ведет себя так. Интересно будет ситуация наблюдаться, что будет там 1 мая, что будет 9 мая, когда тоже вроде бы и власти должны проводить вот такие массовые мероприятия уличные, и в то же время и оппозиция тоже в какой-то степени понимает, что такое 9 мая и, значит, там 8 мая, когда началась там Вторая мировая война. Вот, поэтому как здесь власть выходить будет с этой ситуации, посмотрим. Не так там много времени осталось. Як там сказаў аднойчы, пракаментаваў сітуацыю з вывешаным сцягам на будынку прадстаўнік МЧС. Вы не понимаете, это другое. Так вось, разумееце, ж вот калі 9, да прыкладу, траўня трэба будзе афіцыйнае нейкае мерапрыемства правесці, то на гэты дзень ковід з Беларусі сыходзіць. Ну, да. Вот. Альбо вот Лукашенко плануе паехаць зараз у Чарнобыльскую зону, вот. Ну там же ж вот апрыоры ковіда няма, бо там радыацыя, якая яшчэ засталася, яна знішчае ковід, і можна спакойна вот ўсё рабіць. Он так сказал. Знішчае ковід, радиация. Ну тогда в Беларуси, наверное, должна быть самая безопасная страна, потому что все-таки, ну, значит, белорусы пострадали, конечно, от Чернобыльской атомной станции, наверное, больше всех, и нужно сказать, что где-то порядка Беларусь потратила 230 миллиардов денег вот, американских. Это фактически 32 бюджета страны. То есть, если бы мы имели эти деньги, то, наверное, бы, может быть, там развивались бы совершенно по-другому. Вот проблемы эти все остались после аварии на Чернобыльской атомной станции. То есть, у нас есть проблемы с тем же ликвидатором, которые не могут поехать в санаторий. Вот, когда им раньше предоставлялись такие возможности, они получают сейчас, по-моему, 25 рублей только доплаты к своим пенсиям. Это вообще, значит, ну, какое-то издевательство над людьми. Я уже не говорю о тех продуктах питания, которые сейчас получают на этих зараженных территориях. И люди пьют там молоко, едят продукты питания, не попадают в организм человека, и, соответственно, это влияет на онкологию, влияет там на кости людей, там, на все остальное. То есть, поэтому Чернобыль в Беларуси продолжается, и он как бы никуда не делся. И нужно понимать, вот, если там Александр Лукашенко ездит там в Чернобыльскую зону, а потом, говорят, меняет свои Мерседесы на новые, потому что там фонить может. Поэтому ну, как-то так. Ну, сацыяльная дзяржава для народа ў дзеянні. Вот вы фактычна зараз адказалі, але то есть, такім чынам вот чарнобыльскі шлях актуальны ў тым сэнсе, што чарнобыльская трагедыя, яна яшчэ вот, не такая, што вот, ну вот як памяць, вот некалі што-то было, і мы памятаем.
простая, но мы не просто памятаем, мы працягваем у гэтым жыць, і гэта как бы актуальнае. Конечно, то есть это влияет на людей, значит, и это будет достаточно долго, потому что радиация, ну, это тысячелетие, то есть, и я думаю, что власть здесь, наверное, просто игнорирует вот эту чернобыльские проблемы, потому что строит свою атомную станцию. То есть вот это у меня единственное такое объяснение. Я думаю, что если бы белорусы не строили атомную станцию, соответственно, они бы больше уделяли внимание последствиям аварии на Чернобыльской атомной станции. Ну, очевидно, что тут как бы два разных, то есть нельзя строить атомную станцию и в то же время забыть про Чернобыль. То есть и вот я вижу, то есть здесь в какой-то в такой плоскости вот это почему власть так, скажем, забывает Чернобыль. Но люди, конечно, не забудут, и надо сказать, что это самая масштабная такая авария, которая была в истории человечества, и тут, скажем, не все так просто. Вот. И вся атомная энергетика, то есть если там где-то на 100 лет прогнозировалось то, что будут там какие-то нештатные ситуации, то мы уже имеем там и Фукусиму, и Чернобыль, и в России были какие-то там, может быть, более не сильно афишированные инциденты с атомной станцией, где были тоже загрязнены территории. Ну, вот поэтому все это, от этого нужно отказываться, нужно выбирать другой путь. Я думаю, что если мы развивали там зеленую энергетику, мы были бы там и независимы в энергетическом плане, и атомная станция, опять же, тоже нам не дает никакой там экономической выгоды. Пытанне у працяг тэмы, што Кучук думае наконт навіны пра будаўніцтва ў Беларусі ядернага магільніка для адкідаў БелАЭС. Ну, я адразу заўважу, што слова навіна тут как бы лішняе, тому что тое, што будзе будавацца ядерны магільнік, гэта было ад пачатку запланавана нават яшчэ як праектная дакументацыя, а там ад пачатку было прапісана, што будзе пабудаваны гэты магільнік. Адзінае, што пакуль да гэтага часу не выбралі месца, наколькі я ведаю, дзе ж ён усё ж таки канкрэтна будзе, але там павінен быць непадалёк ад самой станцыі. Тым не менш, гэта не навіна, але сам факт. Ну да, это предусмотрено проектом, потому что отходы должны, значит, в принципе, храниться на той территории, где они образуются. Если у нас до сих пор нет соглашения с Российской Федерацией на переработку этих отходов, значит, и ну, то есть у нас нет этого соглашения, непонятно, какую Россия выставит нам цену за переработку, а потом все-таки вернет там непереработанные эти отходы на наше хранение, и это будет храниться у нас фактически там тысячелетия, то есть пока человечество не придумает какую-то технологию по переработке. И это достаточно еще не дешевое удовольствие. То есть это нужно, эксперты говорят, что стоимость такого могильника может оцениваться там 2,5-3 миллиарда долларов. То есть мы должны, опять же, найти деньги для того, чтобы вот эту как бы инфраструктуру достроить. Поэтому как будут выходить власти, то есть как она будет, опять же, тянуть деньги с бюджета на все эти там стройки, мне трудно сказать. Я знаю, что должно закладываться всегда какая-то стоимость электроэнергии значит, на вот эту, на утилизацию этих отходов. И фактически мы тоже не получим низкие тарифы за счет того, что должны еще думать и про отходы. Ну да, тут увогуле ситуация такая досыць дзіўная с атомной станцией атрымліваецца, тому что нам абяцалі два факта, что вот ядерные откиды там нібыта увогуле там поедуць у Россию, хотя атрымліваецца, что не дамовы о том, что там будут перапрацоўваць хотя бы. Еще очень важный момент, что в России мощности по переработке этих отходов очень загружены, то есть у них нет свободных мощностей. То есть я не знаю, то есть как белорусы будут выходить с этой ситуации. Да, гэта першы момант. Другі момант нам казалі, так вот же ж тады электрычнасць у вас будзе дзешавей, але выглядае зараз на тое, што дзешавей яна не будзе, а то глядзі і даражэй, чым тую, што маеш.
І трэці момант, што мы тут энергетычную бяспеку сабе, выбачайце, забяспечваем. Але калі ты купляеш паліва у России ўсё адно, так якая бяспека? Ну да, еще, ну, опять же, про тарифы, да, то есть у нас типа говорят, что мы там будем развивать электротранспорт, пересаживаться на электромобили, в то же время ввели атомную станцию и включили стоимость подзарядки электромобилей, скажем, уже не бесплатно, как это было раньше, а за деньги, да. То есть нам обещали там тарифы дешевле для населения. На самом деле, значит, генерация атомная, она достаточно дорогая. В мире там оценивается там 4-5, по-моему, центов, а наши там экономисты Минэнерго уже считают там 8,5. Вот, поэтому, ну, как бы экономика здесь, конечно, не пляшет, но еще, значит, по поводу независимости, в принципе, ну, Минэнерго говорил о том, что она снизит потребление газа. На самом деле газ сейчас выгоднее намного покупать для Беларуси. Мы могли бы, допустим, поставлять его там в Клайпеду железной дорогой, значит, сниженный газ покупать на мировых рынках Клайпеда и поставлять, значит, на территорию Беларуси, закачивать его в хранилище и, в принципе, получили действительно там независимость. Ну и если бы начали развивать там зеленую энергетику, по которой, ну, фактически развивает все мировое сообщество, это такой большой тренд, то, конечно, мы бы здесь больше получили независимость, а не можем это делать, потому что ввязались в эти всякие атомные стройки и все. То есть, получается, Россия нас действительно очень серьезно привязала энергетически с этим объектом, и на сегодняшний момент проще его там, может быть, не достроить, остановить, чем все больше и больше с Россией ввязываться в эту кабалу. Ну, может быть, на заканчэнне вот гэтай тэмы атамнай станцыі, потым вернемся ўсё ж таки да чарнобыльскага шляха, пытаюцца, якім чынам зялёныя супрацьдзейнічаюць эксплуатацыі БелАЭС. Учора прокуратура наехала на Кісляка, ну, это праваабаронца такі, за яго інтэрв'ю Deutsche Welle, кшталту яно можа нешта там выклікаць. Так вось, зялёныя нейкім чынам спрабуюць супрацьдзейнічаць эксплуатации, бо уже уведено, уже працуе нібыта, и вот и что? Ну, зеленые, скажем, всегда стояли на позициях антиядерных, и само движение зеленых на мировой, оно начиналось фактически протестуя против атомной энергетики и атомного оружия. Если говорить про белорусских зеленых, ну, мы принципиально занимали всегда позицию против атомной станции. Мы занимались, скажем, доказательной базой, мы смотрели там как бы проекты, то есть вот то, что делала, значит, ну, как бы там, то, что, мягко говоря, как развивалась сама стройка, то есть вот, конечно, мы протестовали, и много активистов попадали там и на сутки, и, значит, и вот тоже Жаровский, который был, значит, на территории Белоруссии, он был гражданином России и получил депортацию, значит, там на 10 лет запрет на въезд на территорию Беларуси, хотя он являлся таким хорошим экспертом. Ну, вот, поэтому, то есть, мы, да, то есть изначально... Адзінае, што, Зміцер, я троху памыліўся, неправильно прочитаў, чалавек цікавіўся, ці супрацьдзейнічаеце БАС, аккумуляторный завод у Бресте. Ну, там есть, скажем, активисты, мы помогали, скажем, вот зеленые, может быть, не совсем там партия, а там экологические организации, которые тоже в какой-то степени взаимодействуют с партией. То есть на экспертном уровне, значит, мы поднимали эти вопросы, значит, на там, коллегиях Минприроды о том, чтобы был какой-то контроль. То есть занимались, но и активисты в Бресте тоже там выходили на протесты, значит, вместе со всеми гражданами там Бреста протестовали. Поэтому работа какая-то, может быть, велась, не совсем мы там получали какие-то пиар-дивиденды, но мы к этому особо и тоже не стремились. Давайте вернемся на заканчэнне праграмы да чарнобыльскага шляху. Ўсё ж таки атрымліваецца, афіцыйна дазволена яго правесці не атрымліваецца. Ці ёсць якія-небудзь альтэрнатыўныя планы? То есть вот что зеленые и іншыя заяўнікі думаюць з гэтай нагоды рабіць? Ну, значит,
во-первых, происходит такая Чернобыльская неделя, есть ряд мероприятий. Я хочу сказать, что вот впервые, в принципе, планируется даже в Лондоне провести Чернобыльский шлях, в Киеве Чернобыльский шлях. Значит, будет такой интернет-марафон, значит, по воскресенье либо в понедельник, где будут выступать эксперты. Но я могу сказать свою такую личную позицию. Значит, я, наверное, спущусь в метро, приду на Академию наук и пройдусь по этому традиционному маршруту до Сурганова, вот, и к этому памятному знаку, чтобы возложить там цветы. Вот. Я не знаю, как люди отреагируют, насколько для них это важная тема. Я понимаю, что в Беларуси там серьезные репрессии против этих всяких акций, массовых мероприятий. Мы все это отдаем отчет, но в то же время здесь надо тоже как-то не забывать и Чернобыльский шлях, и эту проблему, поэтому принципиально мое такое решение. Как уже там люди отреагируют, тут сложно сказать. Ну и мероприятия действительно, в отличие, скажем, от тех же властей, оппозиционные там и экологические организации, соответственно, проводят, следите за новостями. Вот, на интернет-ресурсах там какие мероприятия, там кинопоказы, может быть, посмотреть новый фильм «Чернобыль», который сняли, тоже очень важно. Але Зміцер, ўсё ж таки не першы раз у гісторыі правядзення чарнобыльскага шляха улады яго не дазваляюць. Было і раней, там, я не памятаю колькі разоў. Один-два раза. Один ці два разы. Яго не дазволілі, але ён все адно прайшоў. Тады арганізатары, заяўнікі, там партыі, яны казалі, што мы ўсё адно пройдзем і выходзім на, так бы мовіць, несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Сёлета ва ўмовах такой піка рэпрэсій, якое не было ніколі ў гісторыі, найноўшай гісторыі Беларусі, такая магчымасць не разглядаецца? Лично я свою позицию сказал, но тут нужно понимать, что есть... В принципе, политические лидеры, в частности, один из заявителей, который играл достаточно серьезную роль, это там Ригор Костусев, он сейчас находится в застенках КГБ. Как поведут там другие, скажем, лидеры политической организации, мне трудно сказать. Мы еще будем, скажем так, советоваться, будет еще оргкомитет. Но тут уже нельзя говорить от имени организации, нельзя говорить... Значит, скажем, конкретно за кого-то, да, кто готов будет, тот, наверное, пойдет этим маршрутом. Кто не готов, тут этих людей тоже нельзя осуждать и, скажем, говорить, что они там, значит, неправильно. Все прекрасно понимают, какая ситуация в стране и что может произойти. Вот, поэтому тут уже как-то как-то вот так. Каждый принимает решение самостоятельно. Дмитрий, все ж таки, вот вы адзначылі, что сёлета, калі б дазволеная была акцыя, там, можа, глядзіш, і паўмільёна б выйшла на улицу. І, безумоўна, людзі б выйшлі, скарыстаўшыся магчымасцю дазволенай акцыі, выказаць свае там пэўныя стаўленні да таго, што адбываецца ў краіне увогуле. Але все ж таки, наколькі гэта супадае менавіта з фарматам жалобнага шэсця, па-другое, калі б дазволілі, як бы вы дзейнічалі ў гэтай сітуацыі, калі б жалобнае шэсце і адначасова вы разумееце, што оно ператвараецца ў палітычную акцыю? Чернобыльский шлях всегда был контекст политики. Если посмотреть там историю, в какие-то года, когда, допустим, была тоже такая Минская весна, так называемая, да, там люди выходили, именно связано, там был протест против интеграции с Россией, там по референдуму, вот, и, мы бы вполне нормально отнеслись, потому что, то есть, там, возможность людям высказать свою позицию гражданскую
по любым темам, в том числе и там политическим, в том числе отношения к власти, оно предусматривает само шествие, да, то есть сам выход людей, да, и он может быть, значит, там в конце заканчивается каким-то митингом, каким-то возложением цветов именно возле этого знака, да, то есть это вот одна часть. Поэтому здесь нет никаких противоречий, мы, наоборот, бы, наверное, приветствовали людей, которые, скажем, выходят и высказывают гражданскую позицию, потому что если мы не будем, значит, как-то реагировать, то, наверное, будет еще очень сложно. То есть мы не сможем победить, а надо понимать, что в Беларуси люди, которые верят в победу, их достаточно большинство, и они никуда не делись. Вот, поэтому большинство должно показывать, что оно большинство. Ну, але маем тое, што маем. Сёлета, відаць, другі раз за гісторыю ўсю чарнобыльскага шляха улады не дазволілі яго афіцыйнае правядзенне. Такім чынам, кожны хай адзначыць, калі лічыць патрэбу, адзначыць гэтую жалобную дату ў гісторыі Беларусі так, як ён хоча і можа сабе дазволіць гэта адзначыць. Ну і яшчэ раз Інна Лапіцкая, заведанне гісторыі чарнобыльскага шляху. Вам такі вось кубачак ад партыі «Зялёныя», ён застаецца у рэдакцыі Еўрарадыё, заходзьце, атрымаеце. Ну ці на офіс партыі «Зялёныя». Дмітрый Кучук, кіраўнік партыі «Зялёныя», Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.